Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на телеканале Челны ТВ. В студии для вас работает Константин Величко. И коротко о главном. Рыбные котлеты через день. Челнинцы жалуются на скудное разнообразие школьного питания. Неэстетично и опасно. В Челнах обнаружено еще одно заброшенное помещение, которое может представлять потенциальную угрозу. Проверили водителей и их транспортные средства. Ранним утром инспекторы ГИБДД провели операцию «Тоннель». Сели за парты и проверили свои знания в родном языке. В городе прошла всемирная акция «Татарща диктант». Тополь, сосна, рябина, лиственница, клен и береза. В городе стало на 1200 деревьев больше. Лучшие трудовые коллективы Закамья. В Набережных Челнах прошел турнир на Кубок президента Федерации волейбола Татарстана. Рыбные котлеты через день. На однообразное школьное меню пожаловались родители челнинских учеников в соцсетях. Одни поддержали данный комментарий, другие напомнили, что питание в начальной школе впервые за последние несколько лет организовано бесплатно. Сегодня мы отправились в одну из школ города, чтобы лично проверить, как питаются челнинские школьники. Что из этого вышло, смотрите далее. Сегодня мы посетили школьную столовую второй гимназии. Попали на горячий завтрак младшеклассников. В меню гречка с мясными котлетами, сладкий чай, хлеб и яблоко. Очень вкусно. Нравится все. Куриные котлеты с макаронами. Нам еще дают пюре с рыбной котлетой, кашу с куриной котлетой, гречку с обычной котлетой, макароны с мясом, гречку с подливом, чай. Компоты, блинчики. У нас процент питания составляет 100%, в старших классах, конечно, чуть-чуть меньше, а в начальных классах до 7-8 класса питание составляет 100%. То есть детям нравится. Витаминизированный рацион, есть и фрукты, салаты, компоты, чай. То есть все необходимое для развития детей. В августе предприятие «Школьное питание» выиграло тендер на обеспечение учащихся горячими завтраками, в которые входят вторые блюда, фрукты, салаты и напитки. Разные варианты сменяют друг друга каждые 12 дней. Меню составлено и утверждено Министерством образования Республики Татарстан совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, и поэтому на данный момент изменению не подлежит. Предприятие «Школьное питание» обеспечивает своими обедами почти все школы города, кроме 82-й и 47-й, так как эти учреждения имеют статус республиканских. Татарстан вошел в число лидеров среди российских регионов. С 1 сентября все образовательные учреждения без исключений приступили к работе по системе бесплатного горячего питания для учащихся младших классов. Диана Малярова, Сергей Кищенко, новости Челны ТВ. В Набережных Челнах возле спортивного комплекса «Олимпийский» и органного зала обнаружено опасное место. В прошлом банный комплекс теперь стал заброшенным. Объект не огорожен и не закрыт. Сегодня наша съемочная группа побывала на этом месте и увидела, что обстановка внутри вполне подойдет для съемки фильма ужасов. На первый взгляд, ничем не примечательное здание находится по соседству с органным залом и спортшколой «Олимпийский». После нескольких лет простоя его вскрыли. Сегодня это пожароопасное помещение находится в свободном доступе для лиц без определенного места жительства. Проникнуть вовнутрь не составляет особого труда. Заброшенное строение стало райским местом для проживания бездомных. Судя по бутылкам, понятно, что в этой комнате проходит распитие спиртных напитков. Проходя дальше, мы можем увидеть площадь для разведения костра, судя по куче сжженной бумаги. На этих комнатах все не ограничивается. Также мы нашли здесь лежанку. Судя по оставленным вещам, брошенная сауна стала для кого-то местом проживания. А вот эта находка шокировала нашу съемочную группу. Здесь мы наткнулись на останки животного, которое явно скончалось мучительной смертью. Все лапы в монтажной пене. Ощущение, что с животного буквально сняли шкуру. Закрыть, снести, конечно, что это явно только для хулиганства, для чего. Больше нечего тут делать. Кроме того, постройка привлекает внимание любознательных школьников. Заброшенное помещение находится на малооживленном и плохо освещенном участке улицы. Услышать снаружи происходящее внутри невозможно. Но проезжали вы мимо Олимпийского? Открытую дверь увидели и решили зайти? Да, посмотрели. Каждый день практически проезжаю. И это беспокоит, что тут дети могут зайти там и ногу сломать, и все что угодно. Про пожары была опасность. И пожароопасность, тут все. Дети же они не смотрят, могут и баловаться, зажечь. Все. Очень такой объект, вызывающий
неприятные чувства. Помещение закрыто уже несколько лет. Указанный на сайте телефон банного комплекса отключен. Чтобы выяснить, кто же несет ответственность за данный объект, мы отправили запрос в администрацию города. Ждем официального ответа. Руслан Бекмухаметов, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. Батуты теперь под запретом. Прокуратурой города совместно с представителем отдела Гостехнадзора Татарстана была проведена проверка 2 надувных аттракционов, эксплуатируемых индивидуальным предпринимателем на набережной Табеева. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения технического регламента. Эксплуатация батутов производилась с поврежденной тканевой основой и ниточных швов оболочки. Аттракционы не были оборудованы ударопоглощающим покрытием, а вокруг отсутствовали ограждения. Также у предпринимателя не имелась государственная регистрация батутов. Прокурором города в Набережно-Челнинский городской суд было направлено исковое заявление о запрете деятельности на эксплуатацию батутов до устранения выявленных нарушений. Поймали пьяным за рулем. Ранним утром в рамках операции «Тоннель» автоинспекторы провели массовую проверку водителей и состояния их транспортных средств. Нарушителей было немало, в том числе и тех, кто решил сесть за руль под шофе. Утренний рейд по предотвращению нарушений среди водителей под кодовым названием «Тоннель» провели во всех оживленных проспектах набережных Челнов. На Сармановском тракте нарушителей долго ждать не пришлось. Все, молодцы. Вот, идет у нас. 0,443 миллиграмм. Это очень много. Водитель в отдел, машину на штрафстоянку. Кроме ставшей уже традиционной проверки свежести дыхания, задачей полицейских было выявление лиц, лишенных прав на управление автомобилем. Особое внимание автоинспекторы уделили в этот раз и тем водителям, которые пренебрегали ремнями безопасности. Также проверили наличие масок в общественном транспорте, состояние аптечек и огнетушителей. Не забыли и про тонировку, не соответствующую норме. Водитель проверяется по базе административная практика на наличие в законном срок неоплаченных штрафов. Если такое выявляется, то на водителя составляется административный протокол по части 1 статьи 20.25, а также водитель доставляется в отдел полиции. Напоминаем, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Это либо штраф в двойном размере, либо арест до 15 суток, либо обязательной работы до 50 часов. Всего за время операции «Тоннель» выявлено более 20 нарушений правил дорожного движения, среди которых не пристегнуты ремни безопасности, отсутствие страховки, тонировка и другие. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, новости Челны ТВ. Субсидии на оплату ЖКХ и детские пособия больше не продлеваются. Семьи с низким доходом, нуждающиеся в выплатах на оплату ЖКХ, должны были раз в 6 месяцев оформлять их заново. Из-за пандемии были введены послабления в виде беззаявительного оформления. С 1 октября возвращается обычный порядок оформления. То же самое касается и выплат на детей до 3 лет семьям с низким доходом. Теперь выплата, как и ранее, устанавливается на год. Право на выплату имеют семьи, где доход на одного члена семьи не превышает 2-кратную величину регионального прожиточного минимума. К другим темам. Пожилым челнинцам помогут освоить электронные сервисы. В МФЦ Татарстана стартовала неделя помощи старшему поколению. В рамках акции сотрудники многофункционального центра проведут обучение на гостевых компьютерах, установленных в залах приемов офисов «Мои документы». Пожилых челнинцев научат создавать личный кабинет на порталах госуслуг Российской Федерации и Республики Татарстан, Пенсионного фонда, а также расскажут, как получить водительское удостоверение дистанционно. Чтобы получить помощь специалистов, достаточно будет озвучить цель посещения консультанту. Для получения многих услуг в электронном виде необходима учетная запись ИСИА. Людям пожилого возраста, желающим ее получить, услуга будет предоставляться в приоритетном порядке. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, записываться предварительно или брать талон по живой очереди не нужно. Акция продлится до 3 октября. Обратиться к специалистам можно в любое удобное время согласно графика работы офисов. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, впереди много интересного. Массажное кресло Yamaguchi X создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования, графеновая технология прогрева. Yamaguchi. Touch of the future. Вы смотрите информационный выпуск на Челны ТВ, и мы продолжаем.
Проверить знания татарского языка смогли все желающие. Набережные Челны поддержали всемирную образовательную акцию «Татарща диктант». В этом году он прошел в 5-й раз в онлайн и офлайн формате. Мероприятие направлено на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. В акции «Татарща диктант» приняла участие и наша съемочная группа. Нияз Галиев – студент 5-го курса Набережно-Челнинского педагогического университета. 2 года назад он принимал участие в акции «Татарща диктант», чтобы проверить свои знания, а сегодня выступает в роли диктора. Конечно же, для меня это волнительно, но я подготовился к нему. И, конечно же, это для меня большая практика, как будущий учитель татарского языка. Для участников акции был подготовлен отрывок из произведения татарского писателя и журналиста Ибрагима Гази «Скворцы». Проверить свои знания смогли ученики школ, их родители и сами преподаватели. Пришла поэтому то, что сама корнями по национальности татарской хочу вырастить элиту татарской нации, поэтому я здесь. Результаты диктанта будут опубликованы на официальном сайте акции не позднее 30 дней после проведения мероприятия. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, новости Челны ТВ. Более 1000 деревьев за один день посадили в Набережных Челнах. В городе прошла природоохранная акция «Сохраним лес». В ней приняли участие работники исполнительного комитета, КАМАЗа, Горзеленхоза, медицинских учреждений города. За дружной работой по озеленению проспекта наблюдала наша съемочная группа. На проспекте КАМАЗа работа кипела с 7 утра. По разделительной полосе в сторону Ризовского кольца, вооружившись лопатами, деревья хвойных пород сажали представители автогиганта. Среди них и заслуженный работник КАМАЗа Галина Цапина. Надо помогать, надо лучше, чтобы наш город был красивым, хорошим. Ну, природа, она красит и город, и все, и людей, всех. Так что я не отказалась. На этом участке молодые деревья высадили в честь ветеранов Челнинского автогиганта. В высоту сосны больше 2 метров. Саженцы такого размера не только имеют красивый эстетический вид, но и быстро приживаются, говорят специалисты. Также в этот день проспект КАМАЗа украсили и другие деревья – пирамидальные тополя, лиственницы, сосны, рябины. По словам руководителя Горзеленхоза, правила посадки для всех деревьев одинаковые, а вот сажать их лучше в разное время. Еловые сажают до конца сентября. С 20 августа до конца сентября. А все остальное можно сажать в любой период. А самое лучше сажать, конечно, зимой, под снег. 100% приживаемость. Сажать молодые деревья в Автограде – это ежегодная традиция. Челнинские организации и в этом году внесли весомый вклад в охрану окружающей среды. Саженец – это живой организм. И самое главное, что он помогает нам дышать, этот организм. Экология – это то, что нас окружает. И чем чище будет воздух, тем более здоровыми будет наше поколение. Поэтому очень важно делать так, чтобы в городе зелени появлялось как можно больше. У нас леса вырубаются все-таки, и как-то хочется, чтобы деревья все-таки жили, существовали. Посадки деревьев в городе будут продолжены. Лейсан Габдрашитова, Сергей Кищенко, новости Челны ТВ. В Камских Полянах прошел чемпионат Приволжского федерального округа по олимпийскому тэквондо. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей. Всего более 130 человек. В составе сборной Татарстана отправились на турнир все сильнейшие тэквондисты Челнов. С какими наградами они вернулись, смотрите в нашем сюжете. Всего на чемпионате ПФО в Камских Полянах челнинские тэквондисты выиграли 7 золотых медалей, а это 7 дополнительных путевок на чемпионат России. Также в копилке челнинцев множество серебряных и бронзовых наград. На этих соревнованиях Анна Казарновская решила поэкспериментировать с весом и выступила на категорию выше. В результате смогла выиграть серебро. Второй бой была именитая девочка, которая долгое время в составе сборной России, выступает на международных стартах за сборную, с ней переживала. И мы разговаривали с тренером, как лучше работать, что сделать.
сделали все правильно, четко, и все получилось. Ну, было неожиданно для меня. 2020 год экспериментов с весом и для Эмиля Алиева. В новом сезоне он стал выступать в весовой категории 80 килограммов. На турнире в Камских Полянах он смог дойти до финала, где встретился с обидчиком другого челнинца Рафаэля Камалова Андреем Земледельцевым. Бой закончился со счетом 11-4 в пользу челнинского спортсмена. Все равно было тяжело. Тяжело было в любом случае, потому что весь бой держалась очень напряженная атмосфера. Как бы любой момент моргнул, чуть-чуть зевнул, можно и проиграть сразу же, прям буквально, потому что, человек тоже ждет момента любого. Вот. Но у меня получилось не моргнуть, не зевнуть, весь бой быть напряженным. Еще одно событие, в котором отличились челнинцы. В Казани прошла конференция ПФО Союза Тэквондо России. На должность члена исполкома Союза от ПФО на следующие 4 года был выдвинут челнинец Рафис Мусин. Его кандидатуру единогласным решением поддержали все региональные представители. На конференции подвели итоги работы за прошедшие 4 года и обозначили планы на новый олимпийский цикл. Задачи у нас одни. Больше детей отрывать от улицы, скажем. Практически я уже до этого 2 цикла возглавлял Приволжский федеральный округ. Практически мы во всех регионах есть. Последние открылись Мариэл и Республика Мордовия, Саранск и Республика Чувашия. Полноценный Приволжский федеральный округ выступает сейчас у нас. Что касается ближайших планов, то в октябре челнинские тэквондисты должны выступить на первенстве России в городе Шахты, а в ноябре состоится взрослый чемпионат страны в Москве. В обоих событиях будет внушительное представительство тэквондистов из набережных Челнов. Недавно команда КамАЗ-Мастер провела в Кабардино-Балкарии тренировочные сборы. Там проходили проверку техника и люди. Но на этом поездка не завершилась. По окончании тренировок члены команды отправились в пеший поход в Безенги. Горный район Кабардино-Балкарии – наиболее высокая часть Кавказских гор, которую еще называют «Жемчужиной Кавказа». Команда КамАЗ-Мастер расположилась на альпинистской учебно-спортивной базе Безенги, откуда и совершила пеший поход к леднику на высоту 3200 метров. Легендарное место альпинизма. Всего пару дней в горах. Приятная усталость, адреналин, море эмоций и новые легендарные друзья. Поделился эмоциями от восхождения Дмитрий Сотников. В Набережных Челнах прошел ежегодный волейбольный турнир на Кубок президента Федерации волейбола Татарстана Фарида Мухамедшина. В нем приняли участие сильнейшие команды, трудовые коллективы Закамья. Кто оказался сильнее, всех расскажем в нашем сюжете. Турнир на Кубок президента Федерации волейбола Татарстана проходит уже в 6-й раз. Челны были представлены 2 коллективами – командами КамАЗ и ТЭЦ. В прошлом году ТЭЦ заняла 2-е место. В этот раз они полны решимости подняться на ступеньку выше. В этом году мы настроены занять 1-е место. Соответственно, мы готовились. Ну и пока идем без поражений, даже ни одну партию не отдали. Сегодня полуфинал, ответственные игры. Ну и все должно сложиться в нашу пользу. Мы рассчитываем на это. У версии турнира этого года есть несколько особенностей. Первая – игра состоит не из 5, а из 3 партий. Вторая – в каждой команде во время игры на площадке должна присутствовать минимум 1 девушка. Ответственность большая. Девочек обычно не допускают к игре, но в нашей команде я как связующий игрок. Я привыкла к скорости. Для меня это одинаково, если честно. А к силе? К силе. Силовую подачу, если честно, легче принять. Там есть своя техника, и в женском обычно силовой подачи нет. Обычно планер, а планер тяжелее принять, чем силовую. Еще одной обязательной составляющей является то, что в турнире принимают участие только трудовые коллективы. В этой полуфинальной игре встретились команды ТЭЦ и Елабуга. Со счетом 2-0 победили челнинцы и вышли в финал. Мало того, что только трудового коллектива, там обязательно ценз работы не менее сейчас 1 года. Раньше было 3 лет. Вот, сейчас немножко по этому. И среди сельских районов также проводится. А там вообще не менее 10 лет должно быть прописки в данном населенном пункте, в сельской местности. В финале турнира в Набережных Челнах команда ТЭЦ со счетом 2-1 оказалась сильнее Альметьевска. Оба коллектива примут участие в суперфинале, который пройдет в ноябре в Казани. А сейчас с новостями погоды вас ознакомит Ольга Гайдабура. Сразу после них вашему вниманию новости на татарском языке.